китайская администрация планирует использовать еще несколько миллионов тюрков в качестве дешевой рабочей силы. Согласно отчету Bitter Winter, Коммунистическая партия Китая планирует направить на принудительные работы в текстильные предприятия более миллиона человек, 650 тысяч из которых будут составлять жители южных провинций уйгурского региона. Реакция на эксплуатацию тюрков в качестве дешевой рабочей силы растет с каждым днем. Эксперты подчеркнули, что Китай использует концентрационные лагеря и принудительный труд в качестве инструментов, конечной целью которых является уничтожение уйгуров и других тюрков. Международная организация амнистии потребовала от правительства Китая немедленно освободить бывшего ректора столичного университета Восточного Туркестана профессора Ташпулата Тейипа. В заявлении организации указывается, что с 2017 года он находится под арестом. Причины и место его заключения не разглашаются. Стало известно, что большое количество людей обратилось к Си Цзиньпиню с просьбой освободить профессора. Представители организации заявили, что до тех пор, пока Китай не докажет виновность Ташпулата Тейипа на международном суде, его безоговорочно должны освободить. Если вина будет доказана, то суд над ним должен проходить согласно международным правовым стандартам. Bild, которая является самой распространяемой газетой Германии, потребовала компенсации от Китая за экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Сотрудники издания считают, что Китай скрыл множество фактов эпидемии, которая в итоге превратилась во всемирную пандемию. Ссылаясь на слова Майка Помпео, который заявил, что виновные в распространении вируса обязательно понесут наказание, газета подчеркнула, что специалисты и политики большинства стран требуют компенсации и введения санкций в отношении Коммунистической партии Китая. Отметив, что эпидемия приведет к кризису во многих отраслях, из-за чего валовой внутренний продукт может снизиться на 149 миллиардов евро, газета выставила китайскому правительству счет в 400 миллиардов евро. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер альянса Кахоль-Лаван Бенни Ганц согласились сформировать коалиционное правительство. Политический кризис в Израиле, который привел к 3 досрочным выборам, продолжался более года. Биньямин Нетаньяху и спикер парламента Бенни Ганц подписали соглашение о создании чрезвычайного правительства единства. Несмотря на то, что подробности соглашения не разглашаются, израильская пресса пишет, что Нетаньяху и Ганц будут выполнять обязанности премьер-министра поочередно. Нетаньяху будет править страной в течение первых 1,5 лет, после чего его заменит Бенни Ганц. За последние сутки из-за COVID-19 во Франции погибло 547 человек. Общее количество жертв достигло 20 265. На ежедневной пресс-конференции министр здравоохранения Джером Соломон сообщил, что за последние 24 часа вирус был подтвержден у 2832 граждан. Количество инфицированных по всей стране достигло 178 774. Отметив, что включая 5683 пациента, находящихся в тяжелом состоянии, лечение проходит 30 584 инфицированных граждан. Джером Соломон сообщил, что за последние 12 дней количество тяжелых случаев снизилось. Франция стала 4-й страной, где из-за вируса погибло свыше 20 тысяч человек. Турецкое оборонное предприятие «Аселсан» и правительство Казахстана заключили договор о поставке в республику систем с дистанционным управлением SARP Dual. Согласно письменному заявлению компании, оборонная система, разработанная в нескольких конфигурациях, которые можно применять как на различных наземных, так и морских платформах, находится на вооружении 20 стран.